прошлой серии говорилось, что район города Кобда сразу после обретения независимости Монголии стал опасным местом. Монгольская армия под предводительством Дамби Джалцеана подошла к городу Кобда. Дамби Джалцеан, по прозвищу Черный Лама, смешанной тибетско-монгольской крови, известен как ярый пропагандист независимости Монголии. Он заявлял, что является посланником неба, пришел спасти монголов от китайцев. Он возглавил 5000 монгольских войск и казахских отрядов. Под стенами Кобда он встретился с беспорядочной стрельбой и пушечным огнем из города. Только спустя более 3 месяцев ему удалось захватить Кобда. Алтай и Кобда находятся по разные стороны Алтайских гор, южной и северной. Естественный барьер гор означал, что монгольская армия не могла стремительно ворваться в район Алтая. Весть о падении Кобда быстро дошла до губернатора Синьцзяна Ян Цзэнсиню. Ян Цзэнсинь ясно понимал, если Алтай будет захвачен монголами, это значит, что у Синьцзяна больше не останется защитных рубежей. Потеря Алтая поставила бы уйгурский Чугучак в крайне опасное положение. Но в тот момент Ян должен был не только противостоять внешней угрозе, но и решать внутренние проблемы. В крае разные силы, общество Гэлаухэй, революционеры, крестьянские восстания выжидали удобного момента. В конце концов он, вопреки возражениям, решил отправить войска на границу с Монголией. Он понимал, если удержит Алтай, он удержит и стратегический рубеж Синьцзяна. Если Алтай будет потерян, не только его престиж исчезнет, но и Монголия, поддерживаемая Россией, потребует еще больше. В телеграмме президенту Китайской республики Юань Шикаю он писал: Кобда – это ворота всего северо-запада страны, и он напрямую связан с районами Баркули и Гучанг в Синьцзяне. Если Кобда не удержать, Алтай не удержать. В случае перемен решается судьба Синьцзяна. К тому же в северном Синьцзяне, Чугучаке и Лийском крае проживает множество айратов. Если они вступят в сговор с Монголией, Синьцзян неизбежно погрузится в хаос. Сентябрь 1912 года. Ян отправил Чжан Цзяня во главе только что созданных новых войск, а также маньчжурские войска под командованием илийского Цзэ Будани, чтобы спешно выдвинуться на помощь в Алтай. У стен Кобда они вступили в противостояние с русско-монгольскими войсками. Армия Чжан Цзяня имела новое оружие, что давало им преимущество над русско-монгольскими войсками. В одном из ключевых сражений он лично возглавил атаку, а войска Цзэ Будани с флангов создали клещи, и в один удар разгромили 6000 русско-монгольских войск. Таким образом, Алтайский район был сохранен за Синьцзяном. Но Чжан Цзянь и Цзэ Будан имели вместе меньше 4000 бойцов, без подкреплений, с ограниченными продовольствием и снабжением. Поэтому отбить Кобда, удерживаемый монголами, было совершенно невозможно. На тот момент ни китайская, ни монгольская стороны не могли больше продвинуться. Вскоре вмешалась Россия для посредничества, и был подписан временный договор о перемирии. По договору гарнизоны Китая и Монголии разделялись вдоль водораздела Алтайских гор. Через год, в ноябре 1913-го, Россия направила посла в Пекин для жесткого вмешательства. Под угрозами России китайское правительство, находившееся в тяжелом положении, в итоге признало факт захвата Кобды и уступило его монгольскому государству. Если внешнюю угрозу Синьцзяна Ян временно смог снять силой оружия, но внутренние проблемы одним оружием решить было невозможно, и у него не было сил их решить. Тогда деструктивной силой в Синьцзяне было общество Гэла. Гэла возникло в середине эпохи Цин в Сычуане. Сначала это была тайная организация ханьского братства. К концу династии Цин Гэла постепенно превратилась в полулегальную организацию. Членами общества изначально были разорившиеся крестьяне, безработные ремесленники, уличные головорезы. Позже к ним присоединились сельские помещики, купцы, служившие и отставные военные. Внутри общества Гэла существовала иерархия по 5 группам: человечность, справедливость, ритуал, мудрость, вера. Группа Жень, в основном дворяне и образованные. Группа Э, в основном купцы. Группа Ля, разбойники, головорезы и военные. Группа Чжи, крестьяне, лодочники и возчики. Группа Синь, самый низший слой, бродячие торговцы и мелкие людишки. Гэла не имел ни общенациональной, ни региональной единой структуры, каждая организация была самостоятельной. После Синьхайской революции общество стало стремительно расти и распространяться по всей стране. Гэла в Синьцзяне стал правой рукой революционеров и в захвате резиденции илийского генерала сыграл решающую роль. Но у Гэла была особенность – сильный дух Цзянху, бандитско-братский уклад. Они действовали не по обычным правилам, чуть что, сразу убивали чиновников. Ян Цзянсинь сказал фразу, вошедшую в историю: «К востоку от Янгуаня, то есть в самом Китае, нет хороших людей». Под этим он имел в виду люмпенов Хань, проникших в Синьцзян, и авантюристов из революционных партий.
Он использовал Дунган для формирования армии потому, что не доверял китайцам Хань. Считал, что любой Хань, забредший в Синьцзян, может оказаться членом ГЛА. После того, как Ян хитростью убрал лидера ГЛА в Кашгаре, он начал с помощью своих дунганских войск уничтожать отделения ГЛА по всему Синьцзяну. С 1914 года начались зачистки, и к 1918 году ГЛА в Синьцзяне почти полностью были уничтожены. Всего было убито 178 главарей ГЛА. После этого общество осталось без лидеров и рассеялось. Второй силой было уйгурские восстания. Тогда крупнейшей силой внутри края было крестьянское восстание в Турфане под руководством уйгурского военачальника Тимура, Бек Хами Турфана. Потомственный уйгурский князь Шах-и-Шут отличался деспотизмом и жадностью, что вызвало народное возмущение. Тимур, возмущенный притеснениями крестьян, поднял людей на восстание. Ян боялся, что это приведет к повторению событий 50-летней давности, когда уйгурские восстания привели к независимости уйгуров от Китая. Одновременно с дунганским восстанием Шанси-Ганьсу произошло и восстание в Синьцзяне. Против повстанцев Ян применил стратегию сначала умиротворить, потом уничтожить. Сначала он заставил местных феодалов пообещать облегчить повинности крестьян. Затем он показал Тимуру письменное обязательство уйгурского правителя Хами Турфана. Тимур поверил своему уйгуру и распустил большую часть своих людей, оставив при себе только 130 человек, с которыми отправился в Урумчи, чтобы принять помилование. Ян зачислил его и его отряд в свой кавалерийский полк, назначив его командиром 3-го эскадрона. Однако вскоре, под предлогом, что Тимур тайно провозит оружие и готовит заговор, Ян приказал его казнить. Со сторонниками Тимура, уйгурскими крестьянами, он сначала обошелся мягко, сделал вид, что отпускает их возвращаться к полям. Но на пути через горный перевал Тяньшани их расстреляли дунганские войска Яна, заранее устроившие засаду. Уйгурских повстанцев, которых Тимур распустил еще в Хами, Ян позже обманом призвал в армию якобы для отражения врага. Когда они собрались и двинулись в Аньси, их также всех расстреляли. Третьей силой были революционные партии. С ними Ян поступил так же, сначала назначал их представителей на должности в уездах и округах, а потом, под разными предлогами, снимал их с должностей, устранял. С лидером революционеров, кашгарским командующим, которого назначили директором гражданской администрации провинции, Ян сначала попытался договориться, щедро подкупил и отправил его за границу. А вскоре организовал его тайное убийство. Таков был привычный метод Яна: сначала умиротворение и приглашение на службу, потом удаление от базы влияния, выявление лидеров и их уничтожение. Эта тактика работала безотказно. Император Юань Шикай пожаловал Яну титул графа первой степени, звание генерала и назначил управлять всеми войсками Синьцзяна. Ян Цзянсинь оправдал его доверие. В то время в Юньнане генерал Цай создал армию защиты республики и поднял войска против узурпатора Юаня Шикая. Так как Ян Цзянсин был уроженцем Юньнани, Цай полагал, что он непременно присоединится к движению. Он даже послал земляка Яна, чтобы склонить его к восстанию. Но Ян остался непреклонным. Тогда земляк Яна начал втайне договариваться с офицерами войск Яна о совместном восстании. Среди заговорщиков были его адъютант Сядин и командир артиллерии Лин. Узнав об этом, Ян устроил прием в честь прибывшего из Пекина правительственного инспектора. На банкете он приказал стражникам зарубить Сядина и Лина прямо за столом. Одновременно он арестовал и расстрелял посланца Цае, а также начальника полиции Синьцзяна Люинфу и директора военного ведомства Дугач Женя. Эта резня на банкете имела двойной смысл: показать императору Юаню свою абсолютную лояльность и внушить страх своим подчиненным, чтобы они не смели бунтовать. Однако на самом деле Ян вовсе не был предан императору Юаню. Он просто не хотел оказаться втянутым в водоворот междоусобиц в Центральном Китае. Кроме того, переброска войск из Синьцзяна в центр страны была бы слишком затратной, путь слишком длинным, а риск мятежа в пути велик. Синьцзян находился на окраине империи, и рисковать его стабильностью ради сомнительных дел в Центральном Китае Ян не собирался. К тому же рядом находились Россия и Монголия, которые при ослаблении его армии могли бы снова вторгнуться. Поэтому Ян предпочел поссориться даже с земляком Цай и уничтожить всех потенциальных заговорщиков. Иначе он мог в любой момент лишиться власти. По его действиям видно, Ян был человеком, стремившимся к стабильности, а не к переменам. Он был чиновником старого типа. Его сила была в управлении мирным временем. В его глазах революции не приносят лучшей жизни, а только новые разрушения. Недавние мятежи, восстания тайпинов, дунганские восстания в Шэньси и Ганьсу, крестьянские бунты Цзиньсяна – все это еще свежо в памяти. Народ только начал восстанавливаться, и новые потрясения могли все уничтожить.
Для него революционные армии были всего лишь шайками бандитов, не способными построить новую жизнь. Уйгурские восстания он видел как стремление этнических сил постепенно расширять власть и в итоге идти к созданию независимого государства. А революционные общества вроде ГЛА он считал сборищем маргиналов и люмпинов, которые только и умели что устраивать заговоры и убийства. Если такие радикалы придут к власти, они будут еще более кровожадными. Он понимал, если он сам падет, его враги обязательно отомстят. Поэтому он решительно давил все ростки заговора еще в зародыше. Для Яна разрушение старого порядка вовсе не означало лучшего будущего. История Китая, которую он знал, говорила об обратном: на смену одной династии просто приходила другая. Юань Шикой, ставший императором, был тому свежим примером. Четвертой силой в Синьцзяне было влияние Российской империи. После того, как Цзо Цзунтан вернул Синьцзян под власть династии Цин, Россия не отказалась от своих амбиций. С одной стороны, Россия пользовалась старыми русско-китайскими договорами, дававшими ей привилегии, право гарнизонов, торговли и прочее. С другой, ждала подходящего момента. Наилучшей для России была ситуация, когда Синьцзян оставался под властью слабого правительства, с которым можно было торговаться. После падения династии Цин Россия не хотела, чтобы Синьцзян погрузился в хаос. Она также опасалась, что уйгурские революционеры окажутся еще труднее в переговорах, чем старое правительство. В любом случае для нее самым выгодным было усиливать военное присутствие. После того, как Мулла Абдулла, влиятельный уйгурский лидер и эмир Хотана, бежал из домашнего ареста в Кашгаре, китайские власти обвинили русских в организации побега. Вскоре на российско-китайской границе был убит русский Исаул с дипочтой и золотом. Россия под предлогом защиты русских купцов ввела в Кашгар 300 казаков. И это военное присутствие продолжалось до самого краха Российской империи. Русское консульство в Синьцзяне постоянно увеличивало численность своей охраны, в какой-то момент она достигла 3000 человек. Кроме Кашгара, русские консульства в Кульдже, в Чугучаке, в Алтае и в Турфане тоже имели вооруженные охраны, и их численность не ограничивалась. Это было прямо как государство в государстве. Местные чиновники ничего не могли поделать. С другой стороны, русские купцы, согласно китайско-русскому договору о сухопутной торговле, пользовались правом беспошлинной торговли. Из-за этого в торговых операциях уйгурские и китайские купцы просто не могли с ними конкурировать. Со временем все больше уйгуров принимали русское подданство. Россия же охотно поощряла такие случаи. Потому что, чем больше русских подданных появлялось в Синьцзяне, тем больше поводов и предлогов было для ввода войск и провокаций. И действительно, вскоре это вызвало серьезный конфликт между Россией и Китаем. Инцидент с убийством русских подданных в деревне Чера в 1912 году. Деревня Чера находилась в области Хотан. Причиной конфликта было то, что русские торговцы пользовались беспошлинными льготами. Многие уйгуры один за другим выбирали вступление в русское подданство. Так появился даже бизнес посредничества в получении гражданства. Среди таких агентов был Умар хан, уйгур, принявший русское гражданство. Пользуясь статусом иностранца и неподсудности китайским властям, он активно агитировал местных уйгуров принимать российское гражданство, обещая им защиту и льготы. И с помощью воды он шантажировал жителей своей и соседних деревень. Если вступишь в русское подданство, можешь свободно пользоваться водой. Если нет, воды хватит только на половину полей. Это привело к тому, что у многих уйгурских крестьян, не желавших принимать русское подданство, погиб урожай. Кто-то подал жалобу в Хотан, и уездное управление арестовало Умар хана. Но вскоре его взял на поруки русский консул в Кашгаре. Когда дело дошло до больших масштабов, правительство Кашгара отправило заместителя командующего, Сунга Ашена, чтобы расследовать инцидент. Сунга Ашен послал солдат вызвать Умар хана. Но он и группа сторонников, уйгуров, принявших российское гражданство, забаррикадировались в доме, отказавшись подчиняться китайским властям. Китайские солдаты подожгли дом Умар хана вместе с десятками уйгурами, русских подданных. В результате 30 уйгуров, русских подданных, погибли на месте. Многие из них были уйгурами, которые, став русскими, обычно пользовались покровительством консульства и потому открыто противостояли китайской власти. В итоге они стали жертвами этого конфликта, а сам Умар хан смог убежать. Этот инцидент вынудил китайское правительство подписать с Россией новый неравноправный договор. Китайская сторона обязалась выплатить России компенсацию в 70 тысячах лянов серебра. Командующий Сунга Ашен был приговорен к 12 годам тюрьмы, а кашгарский генерал-губернатор снят с должности. Россия, воспользовавшись случаем, ввела в Кашгар еще 500 солдат, и общее количество ее войск там достигло 840 человек. Но проблемы только начинались. В 1916 году в Средней Азии вспыхнуло казах-киргизское восстание против России. Жестокое подавление вызвало массовый поток беженцев в Синьцзян.
Среди них были казахи, киргизы, также уголовные элементы и нелегальные вооруженные группы, все перемешано. Трудно отличить бандитов от мирных. Ян Цзяньсин начал переговоры с Россией, требуя, чтобы она простила этих беженцев и позволила им вернуться на родину. Но Россия говорила одно, а делала другое. Когда часть беженцев вернулась, Россия начала новый раунд резни. Это вызвало вторую волну беженцев в Синьцзян. А ведь все население Синьцзяна тогда было чуть более 3 миллионов. За несколько лет хлынули сотни тысяч беженцев, казахов и киргизов, положив начало крупным казахским и киргизским диаспорам в Синьцзяне. Но беженцы были лишь прелюдией. Настоящая беда пришла позже. Октябрьская революция. Когда Красная Армия рвалась вперед, белогвардейцы один за другим переходили границу Синьцзяна, а некоторые через Чубучак проникли вглубь края. Положение в Синьцзяне стало более опасным. Антанта тоже готовилась превратить Синьцзян в базу для борьбы против Советской России. Перед губернатором Синьцзяна Яном Цзяньсином стояли 3 пути. Первый – впустить Красную Армию для подавления белогвардейцев. Второй – встать на сторону белогвардейцев и Антанты, чтобы Красная Армия не решилась перейти границу. Третий – вовсе не вмешиваться, не давать Красной Армии повода, а самим очистить Синьцзян от беженцев и белогвардейских отрядов. Какой же путь выбрал Ян Цзяньсин, чтобы выжить в этой развилке между внешними силами? Об этом мы расскажем в следующей серии цикла «Новая история Синьцзяна».